У нас опять вечер, и я собралась сделать заправку для борща. Свекла у меня все еще была на веранде, так как погода не очень еще было холодно, а под полом у нас тепло, и свекла потом быстро портится. Вот. И сейчас попробую я сделать из этих ингредиентов. Получается, взяла лук килограмм, помидоры килограмм, морковь килограмм, свеклу килограмм. Так, и чеснок, одну головку. Вот, комбайна у меня нету. Придется мне помидоры, да, перец резать ножом, а остальное попробую как это называется, Сергей? Блендер. Блендером. Всем привет, друзья. Блендером попробую. Хотя там получится, конечно, очень мелко, но... Первый раз будем пробовать этим блендером, потому что долго теркой резать, а обычно это на терке все делаем, а вот в этот раз решили блендером. Маша будет вот этим заниматься. Я вкратце буду снимать, что и как. У нас уже банки стерильные стоят. Там варятся крышки, стерилизуются. А Маша занимается, подготавливает эту консервацию, так сказать. Очередная консервация из помидоров, моркови, свеклы и сладкого перца, лук там. Все, как уже Маша говорила, по килограмму. А я буду снимать и время от времени включаться и комментировать. Придется вот так резать, раз нету кухонного комбайна. Это, конечно, очень долго придется потом. Но начали раз уж. Порежем. Каждый год Маша режет так. Ничего, зато вкусняшка будет. Зато потом борщ готовить легче будет. Раз открыл банку и все. Ну, да. Заправил. Свой все равно, наверное, будет вкуснее. Вкуснее, да. Но это нарезали полосками перец, сладкий перец. Дальше пойдут помидоры там. Маша режет помидоры, а мне позвонил Олег с канала «На природе в Комы». У него тоже, его подписчики тоже меня смотрят, и мои подписчики. Ну, короче, есть там, когда было совместное видео, и он прорекламировал меня. И, так сказать, есть совместные подписчики, которые смотрят обоих нас. Он слушает. Передай привет, Олег, своим подписчикам. Здравствуйте всем. Всем большой привет передаю. Очень много вопросов было, почему я не сходил к Сергею на встречу очередную, но пока ничего не получается. Ну, как-нибудь еще совместно поснимаем видео, побеседуем, поговорим. А сегодня просто передаю всем привет. Сейчас вечер у нас. Как сказать? Я не знаю, что и добавить. Но привет получен, привет доставлен. Надеюсь, там слышно было. Я, если что, там прибавлю звук. Вот. Ну, все. Привет поставили. Маша дальше режет там помидоры и остальное прибамбасик. Пока там разговаривал с Олегом, помидоры у Маши уже готовые. Все, помидоры нарезали. У нас такая кастрюля, не знаю, тут, наверное, есть тоже. Сколько сказали? Литров 6, да? Да. Тот раз. А она уже... Это уже морковка
Быстро, быстро, да? Чем ножом? Ну, конечно. Ну, не ножом, а... Ну, теркой. Ну, да. Ну, вообще-то овощной этот комбайн. Это, конечно, мелко, но... Слишком мелко, да? Надо соломкой, да? Соломкой, но... Надо соломкой, да? У меня, да. Ну, попробуем в этом году так, как получится, а потом расскажем, когда будем борщ варить. Так, измельчаю. Блендер быстро делает это все. Но не знаю, насколько будет там плохо или неплохо вот таким, что мелко слишком. Сами будем кушать. Так что... Дело дошло до свеклы у Маши, да? Маша. Свекла. Думаешь, справится блендер со свеклой? Свекла твердая. Почему нет? Так же? Справится, да? Думаю, да. Морковка это справилась. Надеюсь, что... Ну, главное, чтобы не сломался этот блендер. Не для свеклы, конечно, он. Сейчас посмотрим. Ну-ка, рискнем. Рискнем здоровьем блендера. Кирдык. Все окей, да? Все. Еще мелкая. Ну-ка, поближе покажи. Как и морковка, такая же мелкая. Да, мелкая. Ну, что поделаем. Борщ зато будет вкусный. Да, Маша? Завтра. Все тоже в кастрюле. Тоже в кузовок, так сказать. Надо было бы, конечно, тереть на терке. Но начали так уж. Закончим. Но мы же хотели проверить там на блендере, как получится. Если там будет вкусно, когда будем борщ варить, так зачем делать то, что можно делать по-быстрому? Да. Попробуем так, посмотрим. Конечно, в полоску красивее. Суп смотрится, может. Ну. Вкус не должен поменяться из-за этого. Значит, мы все пропустили через наш комбайн. Только лук и чеснок остался. Это уже после. Через полчаса. Сначала вот поставим на плиту. И через полчаса уже лук и чесноком добавим. А сейчас я сюда, значит, кладу соль. 2 столовые ложки. Так. Лимонная кислота. Чтобы цвет свеклы не побледнел. И чтобы у меня консервы не испортились. Дальше песок сахарный. 2 ложки тоже. Наливаю масло растительное пол-литра. И кладу томатную пасту. Сколько примерно томатной пасты? Так, 5 ложек томатной пасты кладу. Ну вот. Так, это все размешаю я. И поставлю на плитку. Во всяком случае, цвет уже сейчас красивый, Маша.
Цвет уже красивый. Ну вот так потихоньку размешали. Потом, а во время варки, может, тоже надо мешать, нет? Ну да. Там же все размягчится, легче будет размешивать. Все. Кладу на плитку. Включаю плитку. Огонь какой средний, малой мощности какой-то. Ну, я на 6 поставила. Ну, это где-то средний. Средний огонь. Вот. А сейчас с луком разберемся. Режем сюда лук. Сейчас опять Маша плакать будет. Да? В прошлый раз блендер не помог. Слезы были все равно. Ну да. Оп. Ну вот. Лук. Все, заплакала. Все, Мария заплакала. Ой, Хороший лук. последний. Это значит лук хороший, Маша. Да. Это лука где-то килограмм тоже было у нас. Ну да. Но это последняя уже была, последняя порция, так сказать, для блендера. Ну, здесь еще и чеснок. А? Чеснок. А, здесь еще, ну, вместе с чесноком. Короче, вон, такая миска тоже получилась. Этого лука. И после того, как продут полчаса там на огне, наши там свекла и морковка и помидоры с перцами, Да. это будешь добавлять потом, да? Лук. Да. Вон у нас уже кипит. Полчаса прокипит. И потом будем добавлять сюда лук с чесноком. И тоже на полчаса. Все, полностью это готовится целый час. У нас прошло полчаса. Сейчас я сюда добавлю лук. Так, и размешаю все. И опять оставлю на полчаса. Пусть варится. Все, убрала с плиты. В общем и целом час прошел, да, Коль? Сейчас я поближе постараюсь заснять, какая там консистенция у этого, у этой заправки для борща. Вот у нас готовая заправка для борща готова. Сейчас буду по банкам. По банкам раскладывать будем. Банки уже готовые. Там стерилизуются крышки. Так, все. Пошло по банкам. Вот я все удивляюсь на Машины руки. Это же горячо. Ну вот только с плиты сняли. Но банка же холодная. Но это же горячий кипяток. Ну и что, она же не сразу становится кипятком. Вот такая первая баночка пошла.
Ага, горячо. Да. Надо, наверное, что-то взять же, Маша. Горячо. Полотенце возьми, полотенцем удобно. Вот так. Так, одна банка готова. Ну и Ну и так дальше. так дальше, да? Тут секрета-то нет и ничего уже. Банки разливать. Так. Все, процесс пошел. В принципе, закончили. Вон, вот как выглядят банки. Сейчас поближе потом поснимаю, как выглядит. Вкусняшки. Маша стоит как за кадром, улыбается. Да, наконец-то. Все, закончили опять заготовки. Наш подвальчик опять немножко пополнился заготовками. А это удобно будет. Да, Маша? Ну да, готовые уже сразу в суп. Да, раз, быстренько крутанул и готов. Это можно тоже и там, Насте отправить, да, Катерине, да. Хотя, кстати, борщ Катюша-то любит. Угу. Готовый борщ уже сама уже сделает. А Маша хотела сказать, что это, ну, приготовка-то пробовала, да, говорит, можно так кушать, как салат. Да. Да? Угу. Ну, там чувствуется чеснок, вот чувствуется. Такой остренький чеснок. Ну, нынешнее время это Самый раз. самый раз, да. Чесночок не помешает. С этими коронавирусами всякими. Вот такие баночки. Получилось 8 банок. Одну для страховки. Ну, короче, как раз на 8 банок получилось. Да, 700 граммовых. Свеклы. Вот. Ну что, рецепт, вернее, ингредиенты это будем в описании напишем. А на этом все, будем заканчивать. Всем спасибо, кто с нами. Всем до свидания, до новых встреч. Да? И приглашаем еще, может, какие-то видео будет на нашей кухне. Всегда будем очень нам приятно, когда вы смотрите и даете советы, и комментарии оставляете. Вот так. Всем пока. Пока.